Решение о присоединении к блоку оппозиционных сил в общественных организациях Айтайра и Киарац приняли задолго до последнего съезда Политсовета партии Амцахара. Одной из главных целей сотрудничества является стабилизация общественно-политической ситуации в стране. О том, какие конкретно действия будут предприняты для достижения этой цели, рассказали председатели общественных организаций. Я скажу, это сход и требования, которые обозначены, которые будут продублированы. И есть абсолютно реальное решение вот этой проблематики под тем углом, который мы ставим в рамках Конституции Республики Абхазия. Вот и все. Если власть думает о будущем, она должна сделать соответствующие выводы. Время есть. Те выводы, которые делаются, меня, честно говоря, удивляют. Это и вот та история, которая была с задержанием Аслана Георгиевича. И пусть нам никто не рассказывает сказки о том, что это чуть ли не инициатива российской стороны. Там не только уши торчат, там все торчит. Это отсюда пошло. Для объединения, наверное, народа, то, что делает власть, какие шаги делает последние дни, это не объединяет наш народ. Это, наоборот, усугубляет положение вещей, происходящих сегодня. Я считаю, что власть, если бы хотела бы разговаривать, она не предпринимала бы таких шагов, как задержание оппозиционеров и незаконное возбуждение уголовных дел против них. Президент фонда АПРА Аслан Бжания отметил, назначенный на середину декабря народный сход – это инструмент народной демократии, возможность высказать свое отношение к происходящему в республике. И мы, конечно же, хотим создать условия, при которых сход должен пройти в законных рамках. Мы не собираемся никого призывать к штурму. Некоторые люди прямо откровенно говорят, причем должностные лица, о том, что может быть применено там оружие кем-то и так далее. Мы не собираемся никакое оружие применять. В наши планы это не входит. Мы не собираемся никого провоцировать. Но если вдруг такое произойдет, мы прекрасно понимаем, что в стране за всю ответственность несет действующая власть и глава государства. Также Аслан Бжания в очередной раз опроверг расхожее мнение о реваншистской позиции представителей блока оппозиционных сил, отметив, что в случае отставки президента не станет баллотироваться на этот пост. Леонид Лакербая также заявил о своем нежелании возвращаться во власть. Я хочу успокоить всех. Ни в какую власть в Республике Абхазия, ни исполнительную, ни законодательную, лично я возвращаться не собираюсь. Абсолютно. Я главную свою задачу и последнюю вижу в том, чтобы страна, которая стала страной в результате стольких мук, страданий, в результате перенесенной войны, не стала мифом. В завершении пресс-конференции Аслан Бжания рассказал о его задержании правоохранительными органами России и последующих событиях. Меня остановил патруль полицейские, они были на машине и потребовали, чтобы я предъявил документы на транспорт. Я предъявил документы, после чего они заявили, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения, запах, и необходимо, чтобы я прошел освидетельствование. Они потребовали, потребовали, чтобы я дальше не управлял транспортным средством. Я вышел со своего автомобиля, пассажир и мой сопровождающее лицо, они остались в транспортном средстве, и мы там разговариваем, они так попросили, чтобы я открыл багажник, открыли багажник, посмотрели и предложили, проследовать вместе с ними к врачам. Ну, я, в принципе, согласился. В это время из их машины, полицейская машина, она была затонирована, вышел молодой человек в гражданском костюме, лет 35, я с ним не знаком, ранее я его никогда не видел. И он подошел ко мне, говорит, я хочу вам сказать несколько слов. Мы отошли там метра на 2, на 3, и он говорит, мне поручено до вас довести следующее. Я задал ему тут же вопрос, кто он есть и кем поручено. Он говорит, вы сами догадаетесь. Он не представился. Он сказал, что ему поручено довести до меня, что я представляю угрозу для Российской Федерации, для российского государства и для абхазского государства. После процедуры медицинского освидетельствования полицейские вместе с Асланом Бжания отправились в его сочинскую квартиру с целью проверить условия хранения огнестрельного оружия, разрешение на ношение и хранение которого было получено Асланом Бжания в 2015 году. На самом деле у меня в сочинской квартире сейф не оборудован, и было нарушение по хранению. Это административное правонарушение.
статья 20, там, кодекс, пункт 8, штраф 1500 рублей. Ну, вот в 12 часу ночи мы разошлись на том, что я там завтра приду за машиной и заберу машину, оплачу штраф, и на этом мы разъезжаемся. На второй день я пришел по адресу, куда меня приглашали. Меня попросили заполнить, подписать документ, подписка о невыезде. Я отказался такой документ подписывать. Я подписал обязательство по явке. В случае необходимости я готов прийти по первому вашему требованию. Значит, все вроде бы на этом закончилось, машину мне не дали, я, собственно говоря, ее не собирался забирать. Мы выехали на такси в сторону границы. Позвонил опер, попросил зайти в пункт полиции в Хосту. Я зашел туда, это было примерно в 14:00 на 5-10 минут. И там, в конечном итоге, мы провели около 4 часов. Оказались сотрудники милиции, которые вообще отказались в это играть. Такие ребята тоже есть. Они, когда разобрались, в чем дело, видимо, кто-то на них оказывал давление. Я хочу сделать акцент на слове «видимо», потому что по настроению было видно, что это было мне симпатично. Один вообще в конечном итоге сказал: я сейчас уйду, дверь будет открыта, вы тоже, говорит, уходите. Так я и сделал. Все было открыто, я вышел, такси меня ждало, приехали мы на границу. Начали проходить пограничный контроль. Сказали, с паспортом надо посмотреть, есть какие-то сомнения по поводу паспорта, в его подлинности. Час проверяли паспорт, потом меня пригласили в специальную комнату. Там оказался вот этот молодой человек в гражданском костюме, который сказал о том, что я представляю угрозу. Я так и не понял, что он хотел. Он сказал о том, что я должен сделать выводы, вот, и не покидать территорию Российской Федерации. И снова Бжания был припровожден в отделение полиции. Официальной причиной задержания стало внешнее сходство с ориентировкой на одного из преступников, разыскиваемых в это время в Сочи. К моему приезду уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Значит, что не в отношении меня, по факту обнаружения. У меня, значит, дома был второй магазин с боеприпасами. Оказалось, что у меня 30 боеприпасов, 3 боеприпаса, значит, они отстреляны во время экспертизы. Баллистику делали, когда оружие, да, вот, на учет ставил в Москве, 27 боеприпасов. И все они, не все, они оказались двух производителей. Часть боеприпасов произведено одним заводом, часть другим. Я как бы на это не обращал внимания, потому что я как бы не счел нужным на это обратить внимание. Вот они говорят: значит, у вас должны быть боеприпасы одного производителя. Если часть такая, часть другая, значит, вы где-то отстреляли и где-то приобрели формально, да, можно предположить, возбудили уголовное дело. В результате Аслану Бжания было рекомендовано задержаться на территории России до понедельника. Однако внезапно ситуация изменилась. Потом начались события в Тамыше. Вот параллельно это все началось. Ночью здесь были определенные события, собрались люди. Начальник полиции заявил о том, что вот не стоит мне пытаться еще раз пересечь границу. Он говорит, вот попросите подзащитного, чтобы он хотя бы остался на сутки, то есть до понедельника, до 16:00. Это было воскресенье. К тому времени ситуация может измениться, и придет, вот есть наградное дело мое, оружие, да, в Москве, в МВД России. Там, скорее всего, есть акт, где переписаны все патроны, в том числе указан производитель. Вот мы, говорит, туда запрос пошлем. Если вы на самом деле на территорию Российской Федерации ввезли патроны разных производителей, тогда, говорит, картина как бы может серьезным образом измениться. А для того, чтобы нам выяснить, нам нужно время до понедельника. Сегодня, мол, никто не работает. Я, в принципе, согласился с тем, что до понедельника я не уеду. Но тут параллельно проходили мероприятия в Абхазии. Я хочу, кстати говоря, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто на это откликнулся. Я хочу принести извинения всем тем, кому мы кому мы причинили неудобства, да, в связи с тем, что для меня это было неожиданно, на самом деле я не предполагал, что так вот будет сделано. Ну, вот как мне показалось, я с большой долей уверенности могу сказать, что акции, которые стали проводиться здесь, в Абхазии, они оказали серьезное влияние на тех, кто
что вот эти мероприятия проводил в России в отношении меня. Значит, что я хотел бы пояснить? Ну, тут у меня нет материалов, свидетельствующих о том, что конкретно кто-то к этому причастен. Но я еще раз хочу сказать, что я с этим оружием более 1,5 лет, и у меня таких проблем никогда не было. Леонид Лакербай отметил, что представители блока оппозиционных сил связались с послом Российской Федерации в Абхазии Семеном Григорьевым до того, как к нему обратился президент Абхазии Рауль Хаджимба. Ситуация складывалась таким образом, что она могла действительно нанести непоправимый урон всем. То есть то, что в Тамыше люди стали, и Аслан Георгиевич уже говорил о тех неудобствах, за которые он извинился, хотя не ему надо было извиняться. Если бы президент страны и соответствующие структуры сразу отреагировали на те многочисленные обращения, которые шли из Абхазии внутри, что это речь идет о гражданине Абхазии, ответ какой был у структур? Он, очевидно, задержан как российский гражданин. Но ситуация стала кардинально меняться, когда перекрыли трассу в Тамыше. И она стала очень опасной, когда несколько сотен человек решили перекрыть трассу на въезде в Гагру. Мы довели это до посла, потому что там невозможно было бы регулировать ничего, это узкое горло. Никакой автобус с туристами не проехал бы, это для нас был бы минус. Никто бы не смог проехать в больницу, если нужно было бы. Никто бы не смог улететь в аэропорт, добраться вовремя. То есть ситуация складывалась очень непростой. И никакого секрета в этом нет. Несколько тысяч человек уже готовы были собраться и перекрыть не только там места. То есть она выходила из-под контроля. И объяснили, что мы тоже не можем управлять тем, чтобы эти процессы свести, значит, к минимизации. И я должен сказать, было совместное наше заявление с просьбой к послу Российской Федерации. Вот то, что произошло благодаря его активному содействию. И Семен Вячеславович потом подъехал даже к зданию Амцахара и сказал, что есть команда из Москвы, высокая, значит, обеспечить проезд. Подводя итоги, Аслан Бжаня подчеркнул, что в результате данной ситуации он сделал единственный вывод. Цитата: «Если граждане Абхазии будут солидарны, нам очень многого удастся достичь». Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.